Молотов-Риббентроп-пакт. Какой? Молотов-Риббентроп. Молотов-Риббентроп. Да, Разделили Польшу. да. Так. Что ты с этого знаешь? Ну, то, что было подписано между Германией, Советским Союзом, Дальше. то, что пакт был потом нарушен, его на данный момент, ну, потом в какой-то момент его перестали котировать, решили, что он там неправильно был подписан или что-то типа того. Кто чего нарушил? Нет, суть самого пакта я не помню. Я помню, что он был подписан. По-моему, о ненападении или о нападении на кого-то. Интересно. Так, это кто? Вопрос второй. Если Россия и Германия расстелили Польшу, это военные, эти военные, что осталось на стороне Россия, они военнопленные или какой у них не статус? Кто остался на стороне России, пленники, они, какой у них военный статус? Или вообще, какой статус? Не военный, а какой статус с ним? Не знаю, какой. Ну, а как они могут быть военнопленным, когда там война не было? Согласен. Значит, не военнопленные. Так, тогда со 100 них расстреляли в Катене. А кто расстрелял? НКВД. Это всем известный факт. Я слышал, УПА расстреливала. УПА, Польша. Да, УПА, да. Польша. Что УПА, Польша делает? И еще, извиняюсь, УПА, ты в своем уме? А? УПА на советском. Вот этого, извиняйте, я не знал еще. Значит, они всегда говорят, что УПА какой-то фашистским организация была и так далее. Только что вы увидели, этот парень сказал, что УПА там расстрелял эти польские военные пленными на стороне России. Значит, УПА была на стороне России. Значит, УПА выполнил приказы России, извините, советские, извиняюсь, советским командующим. Значит, УПА никакого фашистским не было. Он вообще организация Советского Союза, как и этот парень говорил. Молодец. Вот так переписывается история.